Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики. Как всегда, хочу вас поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы мне помогаете, за то, что подсказываете в своих комментариях, за то, что ставите лайки под видео, за то, что делаете донаты. Мои милые, огромное вам спасибо, земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Ваша жизненная ситуация в моменте и в будущем. Я понимаю, что вас очень много, но меня подписчица попросила о такой теме. Давайте попробуем, посмотрим, что покажет нам песок. Подумайте каждый о себе, о своей ситуации и задайтесь вопросом. И надеюсь, что Вселенная вас услышит, покажет нам ответ. Загадывайте на себя, на свою ситуацию и давайте будем смотреть. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть дадут нам знать то, о чем мы желаем, и то, что от нас сейчас скрыто. Так. Ну, вижу сразу несколько ситуаций. Давайте я просто буду их описывать. Кто свою узнал, получите ответ. Ну, а кто не узнал, ну, простите, дорогие. Может быть, в следующий раз я буду для вас, на вас выпадет информация. Будем разбираться, Не пропускайте видео. Буду делать такие, наверное, периодически, потому что мне идея, в принципе, понравилась. Я вижу, что работают, вижу, что ответы тут поступили. Причем по многим ситуациям. Тут не одна ситуация, тут несколько. Давайте начнем с первой, которую я вижу. Здесь женщина мается с каким-то мужчиной. Мужчина может быть как мужем, так и сыном. Значит, женщина много работает, много трудится, вкладывается, переживает, все как будто бы на себе тянет. А мужчина, он как, знаете, вот этот чемодан, пресловутый чемодан без ручки, который она на себе за собой тащит. Мужчина, кстати, может быть с очень плохими привычками. Здесь не только про алкоголь, но и про более тяжелые вещества речь может идти. Значит, она уже тут все глаза выплакала, все молитвы уже наизусть знает, что только не делала, где только не была. Здесь и храмы, и больницы, и знахари, и лекари. Все перепробовала, просто все перепробовала, руки уже опускаются. Но женщина все равно на себя тянет, потому что, куда она его денет? Выкинет, что ли? Не выкинет, конечно же. Жалко, пропадет, Вот прям слышу такие слова. Значит, девочки, вашего мужчину, вот это может быть либо сын, либо муж, может даже отец, может быть даже брат, не знаю, но у вас душа, просто душа болит, за кровью обливается, за этого человека сердце. Я вижу, что у этого человека какая-то сложная ситуация произойдет. Где-то так он подставится вот из-за этого своего увлечения. У него вся жизнь перед глазами пролетит. Вот от и до, понимаете, все пролетит. Он даже попрощается со своей жизнью, но выживет. Выживет, с большим трудом, при каких-то очень больших потерях, может быть, даже человек, переживет это все. Но это его плата. Плата за избавление от вот этой гадости, от этой привязки, от этой зависимости. Он от нее избавится. Ваши молитвы, ваши просьбы, они не напрасны. Девчонки, скажу такую вам вещь. Вы этого человека у смерти вымолили. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но это так, понимаете? Вот коса, шла, и вот как раз готова была его скосить, а вы вот как руками эту косу остановили, понимаете? Вот такая идет ситуация. Так что вы знаете, вы уже свое отпереживали, вот так я вам скажу, отпереживали. Многие из вас, кстати, предчувствуют ситуацию, знают, что перемены все равно рано или поздно произойдут. Все правильно вы чувствуете. Да, перемены будут резкими, сложными, даже, может быть, какими-то, извините за слово, но и трагичными. Но человек ваш выживет, любимый, выживет, но вот
момент вот этого страха, прощания, да, он все поменяет в жизни. Вот в мозгу все переменится. И человек из пропащего станет, вернее, превратится в достойного. Вот так вот у него перерождение произойдет. И тот, кто вас огорчал, расстраивал и был самым главным, скажем так, огорчителем вашей жизни, станет вашей гордостью, станет вашей радостью, станет вам очень близким человеком. То есть ситуация кардинально поменяется. Это ваша заслуга. Если бы не вы, если бы не ваши молитвы и усилия, этого человека уже в помине бы не было. Вот поверьте. Там бы, знаете, без вариантов бы все произошло. Так что вы еще и героиня здесь, причем большая, прям уважаю, понимаете? Вы молодчинка, знайте это про себя. Дальше, девочки. Кто-то у меня здесь с работой сплошные проблемы. И работы как толком нету, да, какие-то все непутевые предложения. Либо работа такая, знаете, вот прям одна маятня, хочется сказать, да, и по деньгам вот не хватает, да, может быть, кстати, кредиты, может быть, долги какие-то обязательства, может быть, вообще вынуждена сама зарабатывать себе на жизнь и своим детям. Тяжело, очень тяжело, вот прям на износ человек пашет, работает, и вот эта гнетущая ситуация прям давит, прям не вдохнуть, вот прям как спазм идет, да, на дыхание. Значит, девочки, здесь у вас ситуация будет меняться каким образом? Во-первых, вы себе что-то придумаете, сама себе придумает, чем заняться, чем себя развлечь, отвлечь и где дополнительно заработать. Идея будет странная. Не хочу говорить глупая, но, может быть, вы так про себя подумаете. Значит, здесь, я не знаю, тут рассказ о деньгах на пустом месте. То есть на пустом месте вы начнете зарабатывать. То есть как из воздуха будете эти деньги, да, тык-тык-тык-тык, как корову доить. Замечательная ситуация. Не спрашивайте как, но это будет у вас. Это будет таким сюрпризом для вас, такой неожиданностью. А те, кто вас знают, просто поверить этому не смогут. Будут тогда хлопать глазами. Да как так может быть? Да как так может быть? Но получится именно у вас. У вас только получится. Вам знаете, как идет? Вы бы и раньше это все стали делать. Будь у вас немножечко голова посвободнее от этих всех проблем. Вы слишком близко все к сердцу берете. У вас такой момент будет, да, когда вот прям самая-самая тяжесть, самая-самая болька, когда вы будете переживать, вы прям для себя вот так спросите, ну а что дальше? Либо я погибну, да, надорвусь и погибну, либо все-таки я побежду. Выйду победителем, простите, что заговариваюсь, да, выйду победителем из этой ситуации. И вы, девочки, себя вытащите, и деньги вот прям с воздуха начнете брать. Не могу сказать как, но берете вы деньги с воздуха и берете достаточно... У вас прям прирост постоянно идет. И вот никто понять не сможет, как вы это делаете. Только вот вы сами себе придумайте, сами это будете делать. Еще хочу дать вам совет. Поменьше рассказывайте о том, где вы деньги берете, как вы зарабатываете. Потому что, зная вашу плачевную ситуацию, люди к вам прям паломничество устроят. А где берешь? А научи. А я тоже хочу, а я тоже нуждаюсь. Значит, девчонки, сами придумали, сами делаем. Не надо распространяться, потому что и тут не про конкуренцию речь идет, а больше про дурной глаз, понимаете? Человек попробует, не получится. Скажет, да, она меня надурила, да, она такая зажравшаяся. И знаете, вот это польется, вот эта грязная река в вашу сторону. Вам это не нужно. Придумайте себе какую-нибудь такую отговорочку, шуточку, да, и все. И со всеми так отговаривайте. Все равно они не поймут. Все равно люди не поймут, что так как умеете вы работать, но никто другой работать просто физически не сможет. Да? Человек попробует, надорвется тут же на том же месте и душу Богу отдаст, понимаете? А вы вот прям стержень, да, вы, я не знаю, то есть вас практически невозможно, да, никакой работой удивить, потому что вы уже все перепробовали, вы уже в таких передрягах побывали, вы уже такие тяжести на себе потаскали, что не дай бог, да, никому не пожелаешь, даже врагу не пожелаешь. Так что, девчонки, вы сами вот из самого худшего бедственного положения тут женщина выходит просто в какую-то хозяйку жизни. Вот, ни больше, ни меньше. Пусть так и будет. Поскорее, кстати, поскорее. Я за вас еще попрошу, вот для девочек, которые вот прям вот так надрываются, прям аж за душу берет, понимаете, вот ваше вот это вот все переживание, да еще и физическая эта тяжесть, которая на вас лежит. Дальше, девочки, кто спрашивает про отношения,
Значит, отношения в треугольнике, отношения там, где есть семья, есть мужчина и где есть вы. Вот. И вы как будто бы, ну, как скажем, да, много времени потратили на этого мужчину. Любите его, жалеете его, подозреваете, что он не совсем такой, да, ну, непростой он персонаж, да, что-то там есть, что-то там не так. Вот то, что он вам рассказывает, что-то там не так. Вы это подозреваете. Но любите его, добрая вы ему все прощаете. Он вам все время говорит: да подожди, да подожди, да подожди, да подожди. А вы все ждете и ждете. А время-то идет и идет. Тут, знаете, девочки, кто-то вот прям огромный такой пласт, кусок жизни своей потратил на мужчину. А мужчине-то как хорошо, понимаете, как ему хорошо. Любимая женщина, которая всегда при параде, которая ласковая, добрая, там залюбит, заласкает, еще и вкусняшка его накормит, понимаете? И там у него семья, жена, то есть он со всех сторон упакованно идет такой, да, а-ля счастливчик. Вот повезло мужику. Значит, девочки, смотрите, здесь у вас с этой женщиной разговор будет. Я не могу сказать как, я вижу, что она к вам руку протянет. Значит, вы с ней поговорите, что-то про этого вашего мужчину узнаете. И какое-то одно слово, которое она вам скажет, я не знаю, ну тут не похоже, что вы с ней там ссориться будете, там друг друга резать, нет. Здесь скорее как две уставшие женщины. Вот вы сойдетесь, когда подружки по несчастью, скажем так, и вы просто поговорите. И одно какое-то ее слово, вот как, знаете, как напрочь отсечет ваши вот чувства к этому мужчине. Вы освободитесь от этого человека. И, знаете, буквально в тот же день, а может быть и днем позже, вы встретите просто мужчину своей мечты. Вот прям влюбитесь, забудетесь и будете жить счастливой жизнью. Вот как-то так у вас идет. Значит, здесь оморочка. Этот мужчина заморочил вам голову, а вы, ну, понимаете как. Будь вы чуть более расчетливая дамочка, может быть, этого бы и не случилось. А поскольку вы, ну, такой ангелочек, скажем так, да, который, ну, благостный человек, да, такой всепрощающий. Он же вам там рассказывал, что он бедненький, там его истязают, обижают, а вы его жалели. Кстати, ваша любовь — это не совсем любовь, это больше похоже действительно на жалость. И вы это поймете. У вас такой классный мужик идет, прям, ну, я не знаю, залюбуешься. Он во всех положениях, со всех сторон просто идеально положительно идет. Даже вот прям как со сказки, вот честно. Вот вы будете вот прям смотреть на него, сама себе думать и удивляться: Господи, неужели еще таких производят, да? Откуда ты, дружочек? Откуда ты сюда пришел? То есть мужчинка удивительно идет. Хороший, добрый, с ним вот вы заживете душа в душу. Но, кстати, очень сильно на вас похож. Вы какие-то оба очень наивные. Вот, кстати, по наивности, да, вот это тоже такая, вроде как, и не поймешь, да, с первого взгляда, быть наивным — это благо, либо это зло. Ну вот подумайте для себя, кстати, на досуге, нужна ли вам эта наивность, что она вам хорошего принесла. Может быть, с этим мужчиной вы как-нибудь поговорите на досуге с новым, я имею в виду новый, не вот этот ваш двоеженец, а новый. И, может быть, что-нибудь-то и придумаете, к какому-то выводу хорошему для себя и для него придете. Так, дальше идем, девчонки. Здесь у меня какая-то девушка, да, собралась куда-то далеко ехать. Мужчина там ее ждет, либо новая жизнь ее там ждет. Но смотрите, либо к сыну куда-то далеко будете ехать, либо к новому мужчине куда-то далеко будете ехать. Здесь так, что вы оставляете одну жизнь и едете в другую жизнь. Что будет у вас там происходить, да? Там какая-то у вас вообще неопределенность, да, непонятно на каких правах, непонятно, как там все сложится. Очень беспокоит деньги. Деньги беспокоят, да, вот если что вдруг случится, вот что со мной там будет, да, за какой счет я буду жить. У сына, например, на шее не хочется сидеть, ну, ровно как и у дочери, может, это не сын, может быть, дочь, но и от мужчины тоже не хочется быть зависимой. И вы вот все думаете. Жизни-то новой хочется, да, но хочется, очень хочется, и мужчина интересный там. А вот как это все технически сделать, вы не понимаете. И как бы есть что оставлять.
Вот. Даже если там на самом деле жизнь руина, все равно это ваше родное, там ваши корни, там вы всех и все знаете, знаете, как вам выживать, знаете, как, где что вам делать, кому пойти, кому податься. А там ведь все по-другому будет. И вы боитесь, очень сильно боитесь. И прям раздирают вас эти чувства. С одной стороны, да, хочу, а с другой стороны, нет, боюсь. Значит, девочки, смотрите, я вижу, что у вас будут встречи, либо посещение, то есть у вас будет пришла-ушла, и потом уже вторым разом вы уже для себя уже будете ехать в качестве, там, как это сказать, да, постоянного жителя, либо жены, да, если там к детям будете переезжать, то уже как постоянный житель, а если к мужчине, то как жена. Все-таки я вижу, что вы выберете новую жизнь. Значит, что я хочу вам посоветовать? Для начала, побольше узнайте о том, куда вы едете. Постарайтесь справиться с этими своими страхами. Справиться вам поможет не тот человек, который вас приглашает, либо зовет, да, туда, куда-то далеко, а, например, хороший психолог, либо человек, который там был и который про ту страну, например, либо про то место знает. То есть вам нужен какой-то разговор, который развеет какие-то ваши страхи и сомнения. Вы не трусиха, нет, это не про вас. Но как любой человек, вам свойственно переживания. И эти переживания, они как-то очень у вас, прям такие, давят, да, и чувствуете себя, вообще не камильфо. Поэтому здесь нужно разузнать, информация нужна, вам помогает информация. Плюс, когда у вас будет первый визит, вот этот ознакомительный, назовем его так, постарайтесь тоже там, да, с людьми пообщаться, потому что там будут люди, вот вы, может, думаете, что нет, как я, там не будет, подруг там, может быть, не будет, а приятелей не будет. Нет, вы найдете кого-то, может быть, даже в самолете с кем-то познакомитесь, да, вот разговоритесь, пообщайтесь, собирайте информацию. Вот вам нужно себя внутри успокоить, и когда вот вы примете решение, я знаю, вы стойкая, вы со своего решения не сойдете. И я вам даже вот что скажу. Вы такой человек, который счастье с собой возит. Понимаете? На любом месте вас, я не знаю, там в пустыне где-нибудь оставь, вы там все равно такой уют устроите, там счастливой жизнью заживете. Вы такая положительная, благостная женщина. Поэтому переживать особо не стоит. Так, мужчина, смотрите, это либо мужчина меня смотрит, либо женщина, мужчина думает о каком-то новом деле. Это может быть новая работа, может быть даже какой-то новый бизнес. Значит, он думает и сомневается, подходящее время либо неподходящее, делать либо не делать. Значит, чтобы мужчина не сомневался, сразу скажу, делать и время подходящее. Но прежде чем делать, здесь нужно вот что-то, документы. Это могут быть или документы, либо деньги. Вот это нужно готовить. То есть он, знаете, как ждет неприятностей, либо каких-то подводных камней не с той стороны. Понимаете, вот что идет. И начнет он, например, делать, да, вроде как подготовился, вроде как приблизительно понимает, чего ждать. А да, с другой стороны, неприятность зайдет, а он испугается. И в один момент может все бросить. А бросать нельзя. Нельзя. Здесь нужно идти до конца. Поэтому нужно так на 360 посмотреть вокруг, все просчитать, да, все, что можно и нельзя. И чтобы на каждую ситуацию было как минимум по 3 запасных хода у этого человека. И только тогда нужно начинать. И опять же таки, да, относиться к проблемам, к неудачам, либо к каким-то остановкам, либо барьерам, как к челленджу, не как к остановке, что ой, проблема, все, сижу на попе ровно, зачем мне это делать, у меня все равно ничего не получится. А относиться так, что ага, а я не сдамся, а я не пальцем деланный, а сейчас я вам всем покажу, что я могу и что я умею. Вот с такой позиции нужно. Нужно, знаете, какую-то мотивацию очень сильную иметь. И тогда все получится, тогда будет просто все замечательно. Этот мужчина многого добьется. Либо мастером каким-то супер-бупер станет, либо хорошим бизнесменом, таким добрым, хорошим, серьезным, я бы даже сказала, бизнесменом. Может быть, звезд с неба хватать он не будет, но для него это будет прям мега-мега величина. И для вас, как бы, кстати, тоже гордиться будете своим мужчиной. Поэтому не стоит переживать. Если вы женщина, хотите бизнес, тогда у вас мужской характер. И тогда то же самое, знаете, вот страх перед препятствием, да, либо нет, неправильно, не перед препятствием, а страх, когда вы встречаете препятствия. Или правильно я сказала? Вы уж простите, я заговариваюсь. Я когда в потоке могу и другим голосом говорить, и говорить то, что мне не свойственно. Смотрите, чего боитесь? Боитесь неудач. Вот этого боитесь. Боитесь того, что ничего не получится. И как только вы сталкиваетесь с трудностями, вам эти трудности
ну, не хочется преодолевать, да, потому что вы вот почему-то на себе вот как-то метку нарисовали, да, что вот неудачник, не получится. И любая неприятность, либо любое какое-то сложное дело вас пугает. Вот. Вы сильный человек, вы умный человек, но вот этот страх, да, вы такой, знаете, человек, который думает, ой, сейчас начну делать, не получится. А зачем делать? Лучше тогда посижу. Да? Вот это нужно в себе побороть, и тогда все будет замечательно. Так, здесь знакомство у меня, кстати, у кого-то идет. Кто-то познакомился недавно, либо возобновление знакомства, как правильно сказать. В общем, у девушки интерес к мужчине, и у мужчины интерес к девушке. Но что-то между вами слишком много морока. Морок есть, да? Смотрите, сразу скажу, мужчина такой ходок. Ходок, ловелас, очень активный в интимном плане, то есть такой меняет партнеров, для него это норма. А девушка здесь такая порядочная, серьезная, семейная, добрая. Вот, вы вообще не пара. Если на вас даже внешне посмотреть, ну вы вообще не пара, вы разные. Разные и по внешнему, и по внутреннему содержанию. Но здесь девушка может укротить этого царя зверей, скажем так, да. Ну, не знаю, как правильно вам сказать, как правильно подобрать слова. Значит, мужчина на момент вашего знакомства, либо ваших отношений, встреч, либо сейчас вы опять встретились, уже давно были знакомы, он жигало, да, такой, ну, может, и не жигало, да, но он любит погулять, он любит женщин, он любит развлечения, ну, такой, за себя на своей волне. А вы противоположность. Но вы этого мужчину очень сильно зацепили тем, что вы, ну, такая неприступная крепость, да, вот простите за такое сравнение, но вы женщина-кремень, вас так просто не возьмешь, да, тут вам нужно сразу вот через ЗАГС только, да, к вам можно подойти. Значит, этот мужчина, он сейчас как охотник. Да, вы чувствуете, что что-то там не так. И, возможно, вы что-то знаете про этого человека. И вы сомневаетесь. Да, и вообще такие мысли, а зачем он мне нужен, такой гулёна. И вы этого мужчину зацепили. И он будет за вами ходить. Он будет добиваться именно вот того самого, да, что он больше всего в жизни любит. Но в процессе вот этих хождений за вами и выпрашивания вот того самого, да, сладенького, от вас влюбится так, что вот прям пропадет, да, от этой любви. Он никого никогда так не любил. Он изменится, у него взгляд поменяется, он перестанет так одеваться, он перестанет так себя фривольно вести. Вот эта вся его наигранность, веселость, она куда-то просто в один момент испарится и исчезнет. Он станет серьезным и порядочным человеком. Вот поверьте мне. Станет, кстати, похожим на вас. Вот, вы как бы прям, ну, не знаю, брат и сестра будете выглядеть. Ну и тогда, девочки, вы уже будете думать, стоит, не стоит. Но мужчина ради вас, ради любви будет очень сильно меняться. Вы его почаще от себя отгоняйте, да, и вот прям будоражьте его фантазию. Вот охотник, да, охотник пусть охотится, сам себя потом в капкан поймает. Ну, шучу, конечно, про капкан, но сам себя поймает. То есть мужчину этого вы переделаете. Вот так, девчонки. Так, и самое важное, вот на вашу ситуацию. Кто-то вот у меня, ну как, без дома, без семьи, кто-то вообще один, совершенно один. Девочки, мальчики, неважно, кто меня смотрит, неважно, сколько вам лет, совершенно неважно. Вот у нас венце это слово Бога, слово высших сил. Здесь у вас семья прекрасная, семья и огромная любовь, дом, крыша над головой, да, семья, которая всем обеспечена, люди самодостаточные, люди живут в счастье, в любви, в достатке. Вот что вас ждет, вот что у вас будет. И если вы поставили на себе крест и думаете, ну все, что меня там в будущем ждет, да, дом престарелых, одинокая старость, этого вам не грозит. Кто зашел на эту отсыпку и у кого такие мысли в голове были, вы ошибаетесь. И песок вам об этом говорит. Вам идет семья счастливая, добротная, богатый дом, уют, милота, доброта, счастье вдвоем, а может быть и не вдвоем. Вам быть счастливым человеком и никогда не быть одиноким, быть в семье, мои дорогие. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.